Здравствуйте. В студии министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барцыц. Олег Сасович, вы возглавляете делегацию Абхазии на 62-й Дамасской международной ярмарке, которая открылась 27 августа, было открытие торжественное, и она до 5 сентября продолжится. Безусловно, подобные площадки очень интересны для взаимодействия и сотрудничества. Расскажите о самой ярмарке, о ее программе, как был представлен павильон Абхазии, какие встречи состоялись. Добрый день. Да, разумеется, стоит рассказать об этом масштабном, очень заметном в регионе мероприятии, которое из себя представляет Международная Дамасская ярмарка-выставка. Это с большой историей уже формат. 62-й раз она проводилась и проводится в этом году. И вот мы участвовали в этом таком весьма амбициозном и серьезном формате. Я хочу сказать, что сегодня, после тех общественно-политических трансформаций, которую претерпела Сирийская Арабская Республика в декабре прошлого года, после прихода нового правительства, нового президента Сирии, впервые было такое широкое представительство, поскольку сегодня Сирия пользуется режимом отмены санкций. Их активно снимают, и все больше государств вовлекаются в эту орбиту сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой. Ну, достаточно сказать о цифрах. 48 стран представлены были на международной Дамасской ярмарке. Причем это не только страны региона Ближнего Востока, это и Юго-Восточная Азия, некоторые европейские страны, это и африканские страны. Ну, прежде всего, и Китай, разумеется, присутствовал, и, разумеется, Турецкая Республика, поскольку сегодня у Сирийской Арабской Республики и Турции очень тесные взаимоотношения, они наращивают это партнерство, но при этом хотят соблюдать баланс, хотят сотрудничать и с Российской Федерацией, и с Республикой Беларусь, и об этом нам говорили неоднократно в ходе тех контактов, которые у нас были. К этому мы вернемся еще. Да. Наш павильон был представлен, я считаю, очень ярко. Вот мы сегодня были у президента, президент принял нашу делегацию, и мы подробно рассказывали о том, какой интерес вызвал именно визуальный ряд нашего павильона. Он был выполнен в ярко выраженном национальном стиле. Очень талантливый сирийский дизайнер выполнил его. Он удосужился вникнуть и изучить массу исторических материалов и создал такую абсолютно аутентичную постройку. Наш павильон представлял из себя такое деревянное плетеное строение в стиле нашей Апацхи, так скажем. И это смотрелось очень выигрышно и совершенно не похожим ни на кого. Огромное количество посетителей приходили. О высоких представителях сирийской власти, истеблишмента я, конечно, расскажу отдельно, но даже среди просто вот людей, а это огромное количество людей, Дамасская ярмарка собирает там десятки тысяч человек одновременно. Несмотря на масштабы этой ярмарки, самого экспоцентра всего огромные, но это постоянно огромное количество народа, который присутствует. И вот масса была нашими гостями. Вызывало очень серьезный интерес участие Республики Абхазия в этом формате. Вообще, какова логистическая составляющая для экономической интеграции с Сирией? Насколько это будет удобно, насколько позволяют пути транспортные? Вы знаете, очень такой своевременный, актуальный вопрос. Дело в том, что мы презентовали там наши возможности в различных сферах. И туристические, сельскохозяйственные, экологические. И, конечно, представили наши инфраструктурные проекты, самые амбициозные, такие как международный аэропорт Сухумский имени Владислава Григорьевича Ардземба. Презентовали возможности наших морских портов. И это вызывало прям очень такое живое участие, живой интерес со стороны не только сирийских наших коллег, но и со стороны многих других представителей других стран, которые находились там, участников делегаций, глав делегаций
и так далее. Логистическая составляющая здесь довольно понятна. Я неоднократно уже говорил, что Абхазия обладает весьма серьезным логистическим и транзитным транспортным потенциалом. В принципе, я уверен, что Абхазия, будучи неотъемлемой частью вот этого общего евразийского пространства и очень важным, несмотря на, может быть, скромные размеры своей территории, игроком в Причерноморье, Восточном Причерноморье и регионе Южного Кавказа, она займет это достойное место при благоприятной политической конъюнктуре. Потому что доставка в абхазские порты, например, из портов турецких, это очень удобно, это компактно, не требует большого количества времени и так далее. Сегодня оживают очень сильно внешние, в том числе и внешнеэкономические связи между Турцией и Сирией, другими игроками региона. И поэтому я думаю, что значимость вот этого нашего потенциала, в том числе и морских портов, она, конечно, будет изо дня в день со временем расти. Это мое глубокое убеждение. Я хочу сказать, что, например, наши экспонаты, которые мы представили, продукцию наших производителей и так далее, которую мы представили на Дамасской ярмарке в нашем павильоне, она как раз и была отправлена, весь этот груз был отправлен из порта Сухум, был отправлен в Трабзон, затем наземным транспортом. Это за достаточно короткое время все попало в Сирийскую Арабскую Республику, в Дамаск. Тест прошли. Да, мы опробировали этот маршрут. У нас, конечно, интересный транспортный узел, воздушный, железнодорожный, Разумеется. морской, автомобильный. Конечно. Если это все заработает, было бы здорово. Какова роль нашей диаспоры в взаимодействии наших республик и, может быть, еще и в сирийско-российском диалоге какое-то участие принимает наша диаспора? Ну, прежде всего, я скажу о российско-сирийском диалоге. Сегодня, конечно, этот диалог, эти связи, они потихоньку набирают силу. Сразу после событий декабря 2024 года, конечно, было такое осторожное, такое несколько замороженное состояние, но вот даже в ходе моего первого визита, который был 2 месяца назад, и встречи с министром иностранных дел Сирии Асадом Аль-Шайбани, я абсолютно отчетливо уловил этот месседж, когда министр иностранных дел говорил, что мы заинтересованы в добрых отношениях с Российской Федерацией, мы заинтересованы в торговых отношениях с ней. И вот, как известно, не так давно состоялся как раз его визит министра иностранных дел Аль-Шайбани в Москву. И там имели место очень серьезные встречи на высоком уровне. Он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Викторовичем Лавровым, с министром обороны России Белоусовым. И, конечно, сегодня мы видим, что отношения встают в конструктивное русло. Мы, кстати, в ходе нашего визита, наша делегация в полном составе посетила по приглашению чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Сирии Александра Владимировича Ефимова, посетили российское посольство, где нас очень радушно приняли, и мы обстоятельно поговорили о нюансах, о сегодняшней ситуации, о состоянии дел, собственно, в регионе и, конечно, об некоторых интересных аспектах российско-сирийского сотрудничества. Это очень всегда ценная информация, это дипломат, который прекрасно знает регион, прекрасно знает страну, и поэтому мы, конечно, ценим и с благодарностью воспринимаем возможность вот для таких встреч. Вот в самой республике насколько стабильно, скажем, проявляется повышенный к ней интерес ряда стран? Ну, разумеется, весь сегодняшний внешнеполитический, геополитический контекст определяется несколькими факторами в Сирии. Это, с одной стороны, как я уже сказал, благоприятно складывающаяся конъюнктура, поскольку идет активный режим отмены санкций. Сирия, ее бизнес-сообщество, ее финансовая система находится в ожидании того, что опять будет подключена к системе SWIFT, а это означает, что
будут интенсивные платежи, это стимулирует обмен товарами, обмен услугами. Конечно, это серьезный фактор для роста. Ну и, разумеется, в политическом аспекте здесь, как и всегда на Ближнем Востоке, в таком сложном регионе, как Сирия, конечно, здесь средоточие различных факторов, различной активности разных государств. Прежде всего, конечно, здесь надо учитывать ту роль, которую играет государство Израиль. Это постоянный источник нестабильности в Сирии, и с этим приходится считаться. При этом сегодня основная масса исламских государств, в том числе и Лига исламских государств, она полностью развернута лицом к Сирии, к Сирийской Арабской Республике. Об этом свидетельствовало и количество делегаций, которые находились на торжественном открытии, где нам также было отведено почетное место. Мы видели уровень представительства, количество этих стран. Это самые респектабельные, самые богатые и влиятельные страны Ближнего Востока, арабского мира. Поэтому здесь происходит вот такой очень непростой, динамичный и, разумеется, очень сложный процесс. Я думаю, что по мере того, как будет отменен режим санкций, когда все-таки, я надеюсь, заработает экономика, а сирийское правительство очень ориентировано на это, на достижение новых стандартов. У нас была интересная встреча с министром сельского хозяйства, Министерства сельского хозяйства Сирии, где очень такой заинтересованный и предметный диалог был. В том числе они не стесняются спрашивать о нашем опыте в области сельского хозяйства. Мы рассказали, в нашей делегации присутствовал проректор Абхазского государственного университета Максим Харитонович Гвинджи. И вот когда мы рассказали о том, что в Абхазском государственном университете существует агроинженерный факультет, это вызвало очень живой интерес. Мы проинформировали, вот Максим Харитонович проинформировал о том, что мы ежегодно принимаем там по приблизительно 20 студентов из Сирийской Арабской Республики на обучение в АГУ. Это политика АГУ. И спасибо руководству университета и Олегу Алексеевичу Гвараме за эту политику. Прежде всего, это, конечно, студенты абхазской, адыгской национальности, члены, молодые люди из нашей диаспоры. И мы намерены и дальше такую политику продолжать. Что касается диаспоры, которая, безусловно, играет важную роль в общественной жизни Сирийской Арабской Республики. Это большое количество наших соотечественников и представителей братских нам народов Северного Кавказа. Они представляют довольно значительную, влиятельную силу. Это без малого 150 тысяч человек в общей сложности. И мы, кстати, сумели убедиться в их, так сказать, желании поучаствовать, помочь, поддержать нас. Соответственно, и мы, и наше посольство, которое работает с полной самоотдачей, и чрезвычайный полномочный посол Мухаммед Али, и сотрудники, они оказывают и им также поддержку. Поэтому такой симбиоз вылился в то, что Абхазский павильон, без преувеличения, могу сказать, был самым посещаемым. Очень тепло, очень активно поддерживали наши соотечественники, потомки махаджиров, поддерживали наше участие. И с удовольствием для себя видели, что наши контакты с истеблишментом, с властями Сирии происходят на очень высоком уровне. Нас принимал, кстати, хочу сказать, очень радушно министр туризма Сирии, устроил нам подробнейшую экскурсию по павильону Министерства туризма. Это очень масштабное, очень такое интересное пространство. И, конечно, очень интересная встреча была с министром культуры Сирийской Арабской Республики. Это очень популярный в Сирии человек. Несмотря на свою относительную молодость, он вместе с нами пришел на концерт адыгского ансамбля, который проходил на главной сцене. Это тоже показатель отношения к диаспоре со стороны властей. Отдельный концерт, он побыл с нами, увидел этот концерт и пригласил также нас к себе.
Вот. Ну, я отдельно хочу сказать несколько слов во-первых, о членах делегации, Да, вот я тоже хотел. которым я благодарен. Все проявили себя с самой конструктивной, активной стороны. Это министр культуры Даур Вадимович Кове, министр экономики Теймура Зурабович Миквабия. Это, как я уже сказал, проректор Абхазского государственного университета Максим Харитонович Гвинджия и сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства культуры и Министерства экономики. Это Саид Сангулия, Тамара Ачба и Артур Гагулия. Внушительный состав Да, делегации. все проявили себя очень дисциплинированными, мобильными, заряженными на результат членами делегации. И, конечно, хотелось бы отдельно сказать о тех, кто помогал, чтобы это состоялось. Ну, сегодня вот мы были на встрече с президентом. Я, кстати, поблагодарил правительство и президента за то, что, приняв решение о том, что Абхазия участвует в этой масштабной выставке-ярмарке, мы быстро, организованно довели это дело до логического результата. И здесь, конечно, очень важна поддержка президента, поддержка правительства. Мы после президента были у премьер-министра, он нас принял, где также ознакомили Владимира Валерьевича с результатами поездки. И очень много людей, которые подключились, которые помогли бескорыстно. Это и вот хочу поблагодарить Бату Засимовича Ардзенба за предоставленные очень интересные, такие аутентичные, значит, наши национальные элементы одежды. И Даура Зауровича Ардземба, который доставил груз в Трабзон. И, конечно, нашего полномочного представителя в Турецкой Республике Ибрагима Авицба. Мы, кстати, на обратном пути осмотрели условия работы, размещения нашего полномочного представительства в городе Стамбул. Наш полномочный представитель и его зам Джансух Лазба ознакомили нас с спецификой работы в этой важной стране для нас, где проживает огромная абхазская диаспора. Он наладил очень интересное конструктивное взаимодействие с посольством Российской Федерации в Турции, с генеральным консулом, который размещается в Стамбуле Российской Федерации в Турции. Поэтому я, конечно, могу высказать только слова удовлетворения и благодарности. Ну и отдельно, конечно, хочу отметить ту помощь, которую оказал чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Александрович Шургалин. У нас был такой достаточно острый момент, связанный со сроками, когда требовалось оформление массы документов, которые мы отправляли. И вот Михаил Александрович включился в эту работу, и это был пример подлинного партнерства, союзничества и дружбы, за что мы, конечно, благодарны. Отдельно хочу сказать и о сотрудниках посольства Республики Абхазия в Сирии. Это и посол, чрезвычайный полномочный посол Мухаммад Али Таташ, и все сотрудники, которые трудятся там, что называется, не покладая рук. И вот результат, вот этот огромный интерес, который вызвало представительство Абхазии там, неподдельное участие нашей диаспоры в огромном массовом количестве, которое приехало и поддержало нас, он и обусловил тот уровень высокий, которым мы пользовались все эти несколько дней. Достаточно сказать, что именно на наш павильон целенаправленно пришел посетить его отец президента Сирии Ахмада Аш-Шара, и он провел у нас длительное время, познакомился с нашими старейшинами, нашей диаспорой. Вот. Мы обменялись с ним, я его поприветствовал сердечно и поблагодарил, мы с ним обменялись мнениями о сегодняшней ситуации в Сирии, рассказали о том, что происходит в Абхазии. И одной из важных, я считаю, миссий нашей работы с Сирией – это в том числе информирование сирийцев и особенно членов нашей диаспоры, абхазской, адыгской диаспоры, черкесской диаспоры, о той важной роли, которую играет Российская Федерация в развитии, сегодняшнем дне, становлении
Республики Абхазия. И вот, конечно, люди, которые, может быть, немного знали о России, они начинают разворачиваться в эту сторону, в сторону России с благодарностью, с интересом, поскольку понимают, что Россия – это партнер, друг и союзник их братского народа, братской страны, Абхазии. Приятно слышать, что на таких значимых мероприятиях Абхазия выглядит на соответствующем уровне высоком. Это, правда, очень приятно нашим гражданам. Спасибо. Вообще наши граждане с большим интересом следят за событиями в Сирийской Республике. Нам не безразлично, что там происходит, и хочется, чтобы воцарился мир, стабильность и сотрудничество, и взаимодействие, интеграция. Все это, наверное, последует. Разумеется, мы заключили предварительные договоренности о ряде направлений, которые будем сейчас развивать. Это и по линии Министерства экономики. Наш министр экономики предметно проговорил со своими коллегами те возможные направления, которые быстро можно уже организовать. Есть потребности в группе товаров, которые Абхазия может удовлетворить в сторону Сирии. И есть также желание сирийской стороны, которая обладает достаточно серьезной, развитой отраслью переработки сельхозпродукции и заинтересована в попадании ее на внешние рынки, не только абхазской, а посредованно через нас, транзитом на российский масштабный и дружелюбный к Абхазии российский рынок. Разумеется, все эти вопросы будут реализованы. Ну и также культурный обмен, культурное сотрудничество. Это то, о чем уже есть предварительные договоренности. Мы ждем наших сирийских партнеров и коллег у себя в Абхазии и дали им обещание, что мы также будем регулярно поддерживать эти контакты. Они охотно идут на это взаимодействие, приглашают нас. Это очень важно, очень важен эффект присутствия. Ну, Олег Мсасович, благодарим вас за такую вот полную позитива информацию. Спасибо вам большое.